правда, я последние 5 лет была очень-очень близка. И, наверное, из сидящих в зале, да и многих ее друзей, я ее последние видела перед смертью. Я ее видела 19 мая, а 29-го она умерла. И когда я ее уже последний раз видела, она была уже, немножко у нее с памятью, ей мерещилось, и мерещились ей солдаты. Шли солдаты, она сидит и говорит: вот они идут, разве ты не видишь, вот они идут. Вот. Я позвонила внуку и сказала, что надо около нее побыть в семье, чтобы последние дни с ней были. Я уже поняла, что она последние дни доживает. Она была удивительный человек. Я говорю, последние 5 лет я с ней была очень близка, потому что каждую субботу у меня, как «Отче наш», я шла к ней, и мы с ней очень долго беседовали о творчестве. Этот сборник мы с ней готовили 2 года. Каждой строчке, каждому слову и каждой запятой мы с ней решали, где ставить и какие строчки убрать, какие фотографии сюда включить. В общем, 2 года мы делали этот сборник. Мы печатали, потом переделывали и так далее. Сегодня, когда я собиралась на эту встречу, вы знаете, я как на свидание к ней собиралась. Вот в кулуарах мы тут уже беседовали, она в последнее время очень плохо видела. Но когда к ней приходили, вот, например, я когда прихожу, она сразу замечала, как я одета, что на мне не так. И поэтому я всегда, когда к ней шла, всегда смотрела в зеркало со всех сторон, чтобы не было никаких придирок. Хочу сказать о том, что она всесторонне развитый человек была. Кроме творчества мы с ней занимались другими вопросами. Например, удивительный человек был в чем? Во всем. Вот уже многие говорили, что она всем интересовалась. До последних минут газеты ей обязательно нужно было читать, интересные новости говорить. Вот, правда, она с интернетом не дружила, не сумела, потому что зрения не хватило, но она говорила, что как будто я в ином мире сейчас нахожусь, потому что раз мы с Махачкалой связались за 1 минуту, она очень удивилась, я вообще как будто с того света я к вам пришла. Однажды я прихожу к ней, она показывает мне листок, обычный А4, разграниченный на 3 части. Написано Сталин, нет, сначала Ленин, Сталин и Путин. Я как Прасковья Ивановна, это что у вас? А вот что. Вот я посидела и подумала, вот что я получила, когда был Ленин, что я получила, когда был Сталин, и что я получаю сейчас, когда Путин. Ну и что? Если бы не Ленин, я была бы как мама, кухаркой или кем-то там, не знаю, кем моя мама была, вот и я такой была. Сталин, мы с ним победили. Хоть я и пошла на войну очень рано молодой девчонкой и не получила того, чего я хотела, она всегда хотела быть драматической артисткой. Но война, и ничего не получилось у нее. А Путин, я сейчас живу, очень хорошо живу, и Путин правильно делает, она его очень поддерживала. В следующий раз она мне дает кипу бумаг, папку такую красивую. У нее в этой папке собраны все материалы по СНОДу. Вот кто из вас собирал это все, да? Она всем интересовалась. У нее вывески какие-то там из газет были, конечно, о театрах, обо всем. В общем, уникальный человек. Учитель, много у нее документов. Вот сегодня прочитали одно письмо от ученицы, а у нее было много таких писем, очень интересных, открыток есть, со всех, даже в Соединенных Штатах у нее ученица живет, она с ней постоянно, когда приезжала сюда, она к ней приходила.
И я хочу, кто она такая, хочу прочитать, вот Юрий Леонов ушел, хотела у него разрешения спросить, но я думаю, что он не будет против, если я прочитаю стихотворение, его стихотворение о ней. Удивит ли нас вещь благородная, коль вокруг 21 уж век, Чистолева Прасковья Ивановна, уникальный и тут человек. Еще в годы военные грозные, вслед мужчинам на фронт подалась. Там взялась за работу серьезную, волевую военную связь. Все занятия на фронте опасные, и однажды вдруг взрыв прозвучал, и связистку, деву прекрасную, он зарыл, он в воронку загнал. Как-то выжила хрупкая девушка, честно выполнив воинский долг, вновь увидела синее небушко, в жизни и смерти понявшее толк. Показавши солдатское мужество, вы постигли и мирную жизнь, труд, семья, дети после замужества, беды, радости, только держись. Но средь быта, накала житейского, в вас жила еще тайная страсть, сердце полнило строчками вескими, коим было дано не пропасть. Но, наверное, с большим опозданием, через тонкие книжки стихов, выйти к людям в эфир мироздания и в течение десятки годов. Сразу сотни найти почитателей, в залах ярких таких зазвучать, за собой батальоны читателей вы ведете несметную рать. Как ты время годами не наматывай, век реши, а не голос молвы. Далеко ли ваш ряд от Ахматовой? Да. В рост с Цветаевой станете вы? Это к тому, что сегодня уже прочитали. Время покажет, кто она, да? Поэтому вот я и